Единственный концерт Томаса Андерса, звезды 80-х, анонсировали давно. В рамках своего 25-летнего юбилея агентство «Саха-концерт» пригласило мировую эстрадную звезду в столицу Якутии. И вот он, наконец, приехал в сопровождении своего директора и 6 музыкантов. Организаторы концерта встретили звезду в аэропорту, но не обошлось без ложки дегтя. Авиакомпания «Аэрофлот» забыла багаж гастролеров в аэропорту Шереметьево. Естественно, это дополнительный стресс для артистов и организаторов гастролей. Тем не менее, концерт состоялся. Организаторы нашли в Якутске недостающие музыкальные инструменты, одежду и все необходимое для артистов, о чем рассказал сам Томас в начале своего выступления. Я очень счастлив оказаться сегодня здесь. Но я должен кое-что объяснить. Как вы видите, сейчас я одет, как бы это сказать, в стиле путешественника, потому что мой багаж до сих пор находится в Москве. Я остался без моего костюма, даже без футболки. Но у меня к вам одна очень хорошая новость. Я должен сказать, что мой голос, мои музыканты и моя музыка здесь, в Якутске. И мы покажем вам достойное шоу сегодня. Со многими песнями из 90-х, из 80-х и современные песни. Концерт был организован в спортивном комплексе «Триумф» для того, чтобы все поклонники таланта Томаса Андерса смогли увидеть своего кумира. Конечно, это не концертный зал, но, тем не менее, поклонники впервые увидели сольный концерт в живом звуке и с музыкальной импровизацией любимого певца. Учитывая то обстоятельство, что группа музыкантов и Томас Андерс играли не на своих инструментах, и за техническую часть шоу отвечала якутская компания «Звук и свет» под руководством Александра Борисова, то концерт просто превзошел все ожидания.
2018 году однажды так случалось. Сейчас вы видите на мне уги, и здесь становится все жарче. Я должен их снять. О, Господи! Теперь я могу двигаться более свободно. Если практически все присутствующие знали репертуар кумира 80-х, то Томас здорово удивил исполнением советской песни «Нежность» на 2 языках. Живой голос Томаса, при этом без фонограммы и с бесконечной импровизацией. Новые аранжировки старых песен, которые помнили зрители, это было незабываемо. В спортивном комплексе создалась теплая обстановка. Зрители просто отдыхали душой. И было видно, с каким наслаждением Томас Андерс выступает на сцене. Можно фото, на здоровье, Это те слова, которые я помню всегда. Но, конечно же, их недостаточно, чтобы разговаривать с вами. Так что я надеюсь, что вы все понимаете, о чем я сейчас говорю. 1, 2, 3.
Дамы и господа, это Якутск. Сегодня тут прекрасное представление с прекрасными зрителями. Спасибо, что пришли сюда. Спасибо большое. Фантастика. Томас, скажите, как вас приняла якутская публика? Публика была прекрасная, и вы это видели. Мне показалось, что зрителям понравилось. Было ощущение праздника, они веселились, и для артиста это прекрасно, когда публика получает удовольствие от шоу. Вы впервые посетили такой северный город, как Якутск? Я так не думаю, но... Или вы были уже где-то на севере? Да, я уже был в Петропавловске-Камчатском. Был на Сахалине. Во Владивостоке. Где же еще? Хабаровск. Иркутск. Да, я там был. Существует ли разница между публикой в России и публикой в Европе или где-нибудь в Азии? Я думаю, что разницы нет. Потому что сейчас у всех есть интернет, у всех есть YouTube. И все прекрасно знают, что делать. Я думаю, что ощущать себя счастливым – это естественное состояние. И совершенно неважно, к какой культуре ты принадлежишь и в какой стране находишься. Быть счастливым означает просто быть счастливым. Сколько стран вы посетили? О боже, 50? Правда? Да, я уверен. Может быть, у нас будет еще шанс встретиться в следующий раз. Мои наилучшие пожелания и крепкого здоровья вам. Спасибо. Спасибо большое. Увидимся. Группа Саха-концерта в ожидании прилета известной, блистательной, мировой звезды Томаса Андерса.